Несмотря на наступление весны, зима и не думает отступать. А это значит, что пастбища до сих пор не готовы. В связи с этим скот до сих пор кормится прошлогодними заготовками. Так как животноводство как отрасль сельского хозяйства является одним из основных направлений экономики нашей республики, региональные власти поддерживают местных чабанов. Правительство и Министерство сельского хозяйства мы заинтересованы именно так, как направление животноводства и отрасли сельского хозяйства, экономики занимает основную позицию. Поэтому мы ежегодно с уровня правительства, Министерства сельского хозяйства создаем муниципальные и республиканские резервы. Особенно если в этом году, зимовки текущего года, впервые, можно сказать, за последние несколько лет мы при каждом муниципальном образовании создали и муниципальные резервы, и также на уровне республики создали, республиканский резерв кормов. Данная помощь выдается по заявке муниципальных образований даже в самые отдаленные районы Тувы в случае нехватки собственного корма. На данный момент республиканский резерв насчитывает 200 рулонов сена и 220 тонн зерна. Дополнительная помощь выдается по цене ниже рыночной. В среднем 3500 рублей за 1 тонну. Мы реализовываем, за поступленные от реализации этих кормов средств на эти деньги завозим корма с соседних регионов. Это с Хакасии, юга Красноярского края. Таким образом у нас республиканский штаб работает на обеспечение кормов по доступной цене. Для некоторых животноводов Тувы прохождение нынешней зимы оказалось наиболее сложным. Это в Тесхемском, Овюрском и Менгунтайгинском районах. Лидером по получению резервного сена стал Эрзинский район, которому было выделено более 1000 рулонов сена и более 40 тонн урожая. Для стабилизации ситуации в животноводстве в своем послании Верховному Хуралу глава республики поручил дополнительные решения по кормозаготовительной кампании. Стабильная ситуация в животноводстве, но нам необходимо искать новые решения, выходить за рамки привычных и не всегда эффективных производств. Особое внимание следует уделить кормопроизводству. Надо добиваться гарантированного запаса кормов и улучшения их ценности. С этого года считаю необходимым начав сев многолетних трав на орошаемых участках. И на следующий весенне-летний период по посланию главы мы получили поручение, чтобы обеспечить стабильную кормовую базу. В этом году мы через Министерство сельского хозяйства запланировали посев не менее 3000 гектаров многолетних трав. По подсчетам специалистов, до окончания зимовки скота республиканского резерва корма должно хватить. На данный момент это особенно важно, так как в регионе уже началась окотная кампания. Арлана Байдучай, Хандунгак Дуржусат, телеканал Тува-24.